Бо будзе час, калі здаровага вучэння прымаць не будуць. А паводле сваіх прыхамацяў будуць выбіраць сабе настаўнікаў ліслівых слыху. І ад ісціны адвернуць вушы і прыгорнуцца да баек. Другое пасланне святога апостала Паўла да Цімафея. Дзейнасць царквы ў Беларусі мае шматвяковую гісторыю. Да бальшавіцкай рэвалюцыі шматлікія святыні з'яўляліся важнымі цэнтрамі пашырэння асветніцтва, істотнымі паводле свайго ўплыву культурніцкімі і адукацыйнымі установамі. Значнасць царквы ў развіцці пісьменства, кнігадрукавання, мастацтва нельга недаацэньваць. Не меншую ролю заўсёды выконваў выхаваўчы складнік веры ў сям'і, калі духоўныя традыцыі перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Добрый день. Не скидайте, ничего не скидайте. Мы Добрый ходим день, без этого. добрый день. Здравствуйте. Мы вам наследим. Мы просто наследим. Ходите, 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 не скидайте. Не, ну там мокро. Дождь просто. Там был. дождь. Одевайте. Нормально, нормально. Холодно в ноги будет. Садитесь. Включаем. Это материалы книжки просто есть тут. У меня так само есть Facebook, так что мы с вами посябруем и будем переписываться. Добре. Так ви тоді мені включите сюди у свій Фейсбук. Давайте, зараз я вас и включу одразу. У вас так открывается Facebook? Праз это? Ну, это интернет. Да. А Фейсбук? И да. Facebook там. Во, Евгения, это вы. А Лена Павловская. Хоча... Не, Ні, де це- ви видите Олену? А, не, это я Гэта я не хочу у друзья. Да, добре. Поднимайте. Не, я зараз себе А, назначу. ну, друзья. Ой, там же ж у меня бульба варится, пойду выключу. Давайте. Так, ну вось, комментую. Евгения Шаплинская, 91 год, профайл на Фейсбуке. Боку. Так, сколько у нас? 20 сяброў, калі ласка.
Хотели запытаться, а фотоздымки есть у вас? Ёсць фотаздымкі. Вось. І тут трохи ёсць, але Да? я вам магу мамін альбом показаць. Покажите. А тут фотоздымки якія ёсць? Адсканаваныя ўжо, да? Так, ёсць тут трохи. А дзе? Так і написано, по-моему, фотографії. Недзе тут ёсць. Недзе тут, да. Папка такая. Ці ёсць? Фото. Ну. Бурса. Это Варшава. А это вот там, где вы учились, да? Вот на рагу наша бурса. Улица Смоліковського 1. А тут гэтыя наша, і тут наша, і тут яшчэ учительская, гэта прафсаюзная, выдавалі редакцыя. С 38 по Дык 39 цэлы год такі я вот. училась. Да, гэта церква, в которую я православная. нашла, православная. Гэта На ў Празе. Прага. Празе, да, я Вы хотела. знаете даже? Да, я была, я хрестила свою сяброўку, я Боже мой, а я шукала, ішла мостом Кербедзя. А гэта железнодорожны мост, ім ніхто не хадзіў, а я малая дзяўчынка, считай, з вёскі і шукала сама гэту церкву. А видела завислый купол, Так, только так, купол так. видела. Зараз уже не І бачу. тады пошла шукаць яе. Я ходила у гімназію тады імення Крулёвай Ядвігі на уроки гэтай рэлігіі. Вот. Запомнился мне, приходил до нас молодый святар. Шутил так. Помню так, як он рисує на дошці облачение, такая тема была урока, облачение гэтых святаров, батюшек. И рисуе гэтые ўсе епітрахілі там, и ўсё такое робіць, шкицы такие набрасывая. Тады нам говорит, а вы тоже рисуете, а вы тоже рисуете, вам это пригодится на уроки кройки и шитья. Вот это запомнилось мне. Пришлось мне только 1 год учиться, это 38-39, и поехали мы с сестрой домой на Беларусь, до мамы, на каникулы, на вакации. Вот. С собой не взяли ничего. Вот. Ни обутку теплого, ни вопратки, ни подручников, ну ничего не взяли. И раптом, значит, мы уже тут лето отбыли, рыхтуемся поехать уже снова, а 1 вересня война. Уже поехать не поедешь. Вот. Так мы и остались. Остались на зиму без вопратки зимней, без ничего. А гэтые все жиды свои склепы ликвидировали, позачиняли, покинули только гузики там какие-нибудь и перчаточки. Так, не купишь нигде ничего. И вот так мы зиму промерзли. З усталяваннем савецкай улады і ўмацаваннем таталітарнага аднапартыйнага рэжыму іншым непадкантрольным партыі і дзяржаве грамадскім арганізацыям існаваць было папросту немагчыма. Хоць у Канстытуцыі прысутнічала палажэнне аб свабодзе сумлення, у краіне праводзілася рэпрэсіўная ў адносінах да ўсіх канфесій палітыка. Не толькі былі зачынены сотні храмаў, а таксама духоўныя навучальныя установы. Шматлікія помнікі сакральнай архітэктуры, матэрыяльныя духоўныя каштоўнасці былі вынішчаны. У поўнай меры ўвесь цяжар рэпрэсіяў і пераслед зведалі святары. Людзі былі пазбаўлены святарскай апекі і не маглі весці рэлігійнае жыццё праз дзясяткі гадоў.
стали записывать у комсомол, уговаривать. Вот. Конечно, я не пошла в комсомол только тому, что там у их у статуте комсомольским было написано «не верить у Бога». У 10 классе, як я была, уже ж нас там перавыхоўвалі, уже ж не можна было хадзіць вучням у церкву. Если хто пашоў, тады ўжо лінейкі рабілі і дзяўблі, такі ты гэткі. Вот. Ага. А я у 10 класе, ўжо эта работа ўся вялася, а я, мусіць, вялікім пастом, думаю сабе, што будзе, а я пайду да споведзі. І вот вуліца, тут у Воложыні, тут церква, а тут перад церквай на гэты бок вуліцы рэдакцыя газеты раённай. І мусіць, яны там действительно пункт гэта быў назірання, хто ходзіць у церкву. І вот я іду і чую на плечах зрок, што нехта на мяне глядзіць. Чула я, але нічога адбылося, ніхто нічога мне не сказаў. Але я ішла і чула там, што збоку на мяне глядзяць з таго окна. Вот так была рэлігія. Я тоже переживала потом, думаю, калі я хорошая хрысціянка, мне трэба было не ісці ў настаўнікі, раз такое дело. Трэба было ў якую кантору колхозную. Вот. Але ж тады не прыйшло до галавы, што гэта не можна будзе хадзіць у тую царкву. Да, блядь, та, що казав, я прийшов, дай поцілую в руку. Не надо. Я должен женщине руку целовать, а не женщина мужчину. Если бы ты знала. А ви вже багато старіші за мене, так не Ни должна. в чем дело. Не гасим. Ну, то. Мужское поздравление пожатием рукою. Мужчина женщину поцелуем Да, 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 руку. так точно. Правильно. Правильно. Вот так. Человек, покуль не подрыжить в неприятностях, и он грубый. Согласны вы синя? И он не чує природы, не чує. Ці холодно, ці горячо, он наденется не так, как треба. Согласны вы синя? Мы стояли, ще ж у Германии стены не было. Если вы знаете историю, построена она в 1968 году. А мы в 1961 году нас поставили стену держать. Ну и пришлось мне, ну не знаю, какое задание было срочно выехать. Ну пострадали. Я был сутки мертвый. И однофамильца моего с Украины, с Донбасса заставили, как он сидел при мне. Чи дойду я до себя. Пришлось шукать здоровье. А як начал шукать здоровье, без церкви я не нашел бы. Потому что я уже не жил бы. Меня были новинки, и там их полечат, и все. Меня взяли в сельский совет, конечно, доробить, все. Уже, ну, отлично, немножко я уже все равно старался держаться. А держаться невозможно было, потому что
все равно болезнь прижимая. Приходится обращаться до церкви. Как раз на совещании у райфо вызвали, и эту ночь в Воложине церковь на низу еще вывезли у райфовский гараж, еще звернули плащаницу и книги там еще. А как раз выходим на улицу, за нас старый был авенир. Так это самое говорю, что это придется нам церкви строить. Да як же мы можем строить? Еще 10 старушек у церкви и звонить запрещают власти. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ангельские силы, Господи, Твоей стрелочи мертвеша, Твоя же Мария, голубей, чуть-чуть пречистого тела, Твоего примилися, не искусица в него, встретила сидела, да, Твоей же воскреси из мертвых, Господи, слава Тебе! И ныне и присно во веки веков, аминь. Ну, это самое все, до председателя, думаю, в чем дело, заговорим с Мучинским. А он тоже был склонный на это, потому что он говорит, нам это мешает. Или бурить, или восстанавливать. Вот в чем дело, эта церковь заговорил. Я говорю, давайте будем восстанавливать. Сразу не верили, что это может быть, верите, в это самое, что я построю. Потому что и отдел культуры, что был не согласен там, и не райком, и не это самое все. Надо же было власть ломать. Ну и правда, значит, я очищаю это все, добиваюсь, как бы. Рабочие у меня такие были, что которые все время церкви строили. Я их нашел. А их же шмоцно райфу душило. Невозможно делать. Где робят, где что. Да что такая была строгость, хоть ты что хочешь. Для меня это самое уже, как я стал строить, мне за каждого треба отчитываться милиции. Вот в чем дело. Потому что кто устроился, кто что. Вот в чем дело. Ну хватало. Те верите. Але уже те верите, что я мог выстаивать против них. Те верите, поеду, подпишу в районе, говорю, 12 человек, Мучинский, говорит, кто тебе это подписывал? Я говорю, я это не знаю, мне безродительные подписали. Мне всего добиться было тяжко. Те верите, и кран там, и возложите балки, все. Ноль сразу, знаете, мне же диплома нема. Кто будет отчитываться, все, вот в чем дело, на кого писать, там, кран не надо, теперь там лишь кран, там большой надо, там еще один такой в районе он только был. Теперь, я кричу, ну я буду отчитываться, только не поглядят на меня, ну это ты что? Я говорю, ну я буду, вот что вы боитесь, може кажуть, что как несчастный случай не был. Как начали, говорю, все тогда уже, как работа идет, думаю, у нас быстро работа моцно пошла. Пошла работа, так уже все в райисполкоме уже не знают, что робить. В чем дело. Пришлось ей подписывать документы, уже тогда все время ехать, а там Мучинский говорит, как бы печать поставили, потому что это для меня надо так путь. Мы это сама, тем более сразу же кричали, что такое музей, музей, будет музей. Будете верить в это, а не церковь. А наша бригада поставим кресты ночью. И они уже, может, снимать не будут. И все. Вот видите, сколько. А сколько же это ж, хоть ты что хочешь, это ж через все душу мою прошло. Это ж каждый день, это борьба.
Його німці розстріляли, так ксенза. Як роблять снаряди, у снаряді роблять таку полоску кругом, медную. Так вот, надо, это много меди. Так вот, войной, як тут немцы были, яны ездили по костелах, по церквах, забирали. Приезжает, возьмет людей несколько человек, снимите туда. И приехали сюда, и на ксенза кажет, открывай костел. И он говорит, а зачем? Надо колоколь забрать. А там колоколь был такой, что 12-15 километров слышно было. Моцно великий. Он скажет, я не отдам. Посадили его в машину, завезли его туда, в Березвецкую тюрьму, 2 суток держали, люди несли действия, не допускали, не давали. А тогда его взяли и повели в той лясок, там расстреляли. Як у нас поменялась троху власть, это кто был у нас? Это Горбачев. Мы собрались на коляды, человек около 200. Взяли крестик и против костела, он же обгороженный, а тут сторож сидит. И давай молиться. А это сторож позвонил в милицию. Приехали милиционеры на машине, сховали за баней, тут баня рядом у нас, и пришли глядеть. А что люди роблять? Молятся. А меня в милицию написали, описали все. Главный агитатор, провокатор, организует сборище. Суд. Ну скажи, Мария, зачем ты так робишь? Скажу, а что я благороблю? Я кажу семьи, 10 детей, батьки религийные, молились. Кажу, я вояк. З малых лет, як починав ми з дітей говорити, 4-5 лет, нас учили. Кажу, вот так. Тут заседатель, тут суддя, прокурор сидить, все. А мене все. Кажу, вот так. Ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Отче наш, що єсть в небі святим, Отче нас молим. І перезагнався. Так що я вам роблю? Що вам благо? 50 рублей штраф. Знаете, всем надо перестраиваться. Вот Политбюро ЦК КПСС, и нам надо по-новому. Мы смотрим, как в стране надо вести дело, какую политику народу предлагать. Пасля прызначэння Гарбачова на вышэйшую пасаду ў дзяржаве і абвяшчэння ім палітыкі перабудовы адбылася лібералізацыя ва ўсіх сферах сацыяльна-палітычнага жыцця. Як ні парадаксальна гэта гучыць, людзі сцвярджаюць, што менавіта Гарбачоў вярнуў ім веру. Людзі маглі вярнуцца да таго, дзе былі іх продкі. Был завод у костеле, 2 этажи были. Ну и тогда я поехал в Москву, рассказал им, як ёсць. А наши поставские большевики, райком, райисполком, звонят им и пишут, что неправды. Работает наш завод, а они нас хотят выгнать. Я другий раз поехал, рассказал все. Тогда я такая, знаешь, что на меня? Мы пошлем человека убедиться, як ёсць на самом деле. И люди собрались на площади против райисполкома. И
чалавек будзе 200. Встречать тых, кто приедет с Москвы. Открыли костел, пусто, а завезено уже несколько железяков на трактора, на это все. А костел был в 2 этажи железные. А где алтарь теперь, там был туалет и умывальники. Ну, большевики и большевики. Добро. Ну вот, кажу, видите, чья правда? Поставские большевики тоже было з райсполкома 4. Глядять, як мыло з'евши, что я ж прав. Я говорил им, что пустый костел, как нам отдали молиться. Прошло 18 дней, а я каждый день в Москву звонил. Дома телефон. Что? Знаешь что, Брандон, отдали вам костел. Грешная ж я ва ўсім, але дзякаваць Богу трэба, што я ні разу вучням не сказала, што няма Бога. Вот гэта толькі, можа, будзе мне зачтено. Калі спытаецеся, як я сягоння сябе адчуваю, то калі па 5-бальнай сістэме на 3, і можа даже з мінусом. Так, дрэнна. Я говорю, люди пытаются, як вы себе отчуваете. Я говорю, если сказать добро, хорошо, то солгать людям. А если сказать дрэнна, это значит согрешить перед Богом. Бо ще дякувати Богу, что на ногах.